Сярод удзельнікаў размовы былі суддзі эканамічнага суда Брэсцкай вобласці, прадстаўнікі абласной калегіі адвакатаў, медыятары. Само паняцце медыяцыя азначае альтэрнатыўны спосаб вырашэння юрыдычных канфліктаў, асабліва сярод удзельнікаў грамадзянскага абароту. Не звяртаючыся да органаў судовай улады да вырашэння розных спрэчак, бакі могуць абраць адзін са спосабаў альтэрнатыўнай юрысдыкцыі. Что касается внесудебной медиации, то, к сожалению, на сегодняшний день единичные случаи, по сути, урегулирования споров в рамках данной процедуры, хотя практика, по крайней мере, судебной медиации показывает, что споры хозяйственные достаточно медиабельны. И в то же время, то есть медиация – это один из альтернативных способов урегулирования судебных споров. Что касается внесудебной медиации, возможно, она на стадии до начала разбирательства дела по существу, если стороны представляют суду соглашение об урегулировании в рамках данной процедуры своего спора, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, возвращает уплаченную госпошлину. То есть вот один из привлекательных аспектов внесудебной медиации. Адной з мэт прымянення пазасудовай медыяцыі пры вырашэнні юрыдычных спрэчак з'яўляецца ў тым ліку і разгрузка судовай сістэмы. І вырашаных справ такім чынам становіцца больш, хаця інертнасць і недавер з боку суб'ектаў гаспадарання пры вырашэнні канфліктаў яшчэ даволі вялікі. Наши граждане, юридические лица как-то немножко с некоторым опасением, нежеланием относятся к медиативной процедуре, что абсолютно не объективно в нашей ситуации. Я так полагаю, что и государство ориентирует граждан, юридических лиц на медиативное соглашение, поскольку это позволяет сохранить отношения между клиентами, между гражданами. К сожалению, чаще всего граждане доходят до того, что их конфликт становится трудноразрешим для примирения, и они обращаются в суд, полагая, что суд решит их проблему. Юрий Печур, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».